принадлежит и таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте! В эфире передача «Мой спорт». Совсем недавно в городе прошел республиканский чемпионат по силовому экстриму. Об этом в следующем видеосюжете. Организация давалась тяжело, потому что надо было собрать оборудование. Такое в Якутске делают первый раз. И вся трудность была собрать вот это все вместе. Участников первоначально у нас было 9, а потом двое у нас, к сожалению, отказались. Почему? На травмы получили. Да, довольно, потому что к этому турниру мы готовились тяжело, работали с большими весами. Это все сказалось, и 2 участника просто сошли с дистанции. И осталось всего лишь 7. Здравствуйте, Артур. Вы заняли первое место. Поздравляю вас. Спасибо. Как вам организация соревнований? Это первое мероприятие, и довольно-таки успешно у нас получилось все. Первый раз, чтобы показать, дальше будет лучше. Люди уже увидели, что это такое, людям нравится. Да, всем, конечно. Поэтому, думаю, уже будет в следующий раз больше зрителей. Мы сделаем больше упражнений намного. Участники подготовятся еще больше, иногородних побольше участников. Мы, то есть лимитировать их не будем, поэтому все будет намного интереснее. Денис, скажите, пожалуйста, как вам организация и вообще вот это соревнование прошло? Я считаю, что главным критерием, конечно, это являются зрители. То есть вы все прекрасно видели, сколько людей собралось, да. То есть у нас практически рекламы, можно сказать, и не было. Такая самая минимальная. Но вызвало очень большой интерес у зрителей, да. Люди не расходились. То есть от начала и до конца. То есть собралось народу от мала и до велика, как бы. То есть и были и совсем маленькие, и люди в возрасте, люди подходили, спрашивали. Поэтому я считаю, что первый турнир удался на славу. Денис, скажите, пожалуйста, сколько было дисциплин в чемпионате сегодня? Всего было 5 дисциплин. Это была тяга автобуса, кантовка по крышке, подъем гантелей, также подъем камней и тяга автомобиля на платформе. 5 движений всего. Ясно. Значит, планируете все-таки в следующем году участвовать? Да, мне понравилось, интересно, народ как бы кричат, вопят, энергетика хорошая.
Rahmen. Ein Körper, doch zwei Namen. Zwei Tote, eine Kerze. Zwei Seelen, einem Herzen. Führe mich. Halte mich. Verlass mich nicht. Ich verlass dich nicht. Пауэрлифтинг мой спорт. На этом автобусе мы собираемся ехать в район птицефабрики для того, чтобы запечатлеть соревнования по даунхиллу. Что такое даунхилл? Это скоростной спуск с горы на велосипедах. А впрочем, вы все увидите сами. Graffiti decorations under a sky of dust. A constant wave of tension on top of broken trust. The lessons that you taught me, I learned were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. Guilty by association. You point the finger at me again. Сейчас мы возьмем интервью у организатора соревнований по даунхиллу. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас в данный момент участников уже зарегистрировалось по соревнованию даунхилл? Сейчас у нас 10 человек зарегистрировалось. Ожидаем еще подъезд наших основных участников, которые входят в группу «Элита», которые занимаются уже не один год. У них профессиональные байки, они часто тренируются. Есть есть продвижение у них в плане мастерства. Каждый год они повышают свою квалификацию. Сколько километров или метров состоит трасса? Эта трасса 800 метров протяженности. Да? Есть какие-то сюрпризы для участников? Да, немножко изменили траекторию. Основную траекторию, которую до этого разработал Попов Кирилл, который у нас частенько проводит эти соревнования. Мы немножко откорректировали, сделали развилочку, сделали выезд на, получается, контруклон, то есть человек выезжает не по прямой, а под наклоном, под углом. Здесь тоже интересные есть места, где есть кочки, получается, неожиданные ямки, то есть будет интересно. Ясно, я вот тут вижу, здесь вроде пустырь, да, склон, и там в лесу она начинается, да? Да, начинается, получается, трасса в лесу, старт там, получается, более-менее спокойный, ровный, и потом начинается зигзагообразная трасса. То есть она виляет, она не прямая, она уходит, получается, с одной стороны на другую, то есть переезжая как по впадине. То есть прямых участков там абсолютно нет. Прямой участок более-менее только расположен именно на самом финише. И все это получается 800 метров? Да, все это 800 метров. Любые желающие, да, могут принять участие? Или что-то как-то там? Сейчас пока мы не ставим каких-то серьезных критериев, то есть ограничений. Проводим, главное, на велосипедах, которые предназначены для этого вида спорта. Обязательно защита головы, шлем, потому что это самое главное. Это наше первое соревнование, которое наш сайт организует. Мы проводим, можно сказать, в тестовом режиме. А в следующем году мы планируем провести уже полномасштабное мероприятие, то есть привлечением спонсоров, поддержкой города, чтобы, как говорится, можно было не только приехать велосипедисту посмотреть, а любой желающий или гость нашего города мог приехать и получить удовольствие от этого мероприятия. Under a sky of dust, a constant wave of tension on top of broken trust. The lessons that you taught me, I learned were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. Guilty by association. You point the finger at me again. I wanna run away, never say goodbye. I wanna know the truth instead of wondering why. I wanna know the answers, no more lies. I wanna shut the door and open up.
my talk of taking action, these words were never true. Now I find myself in question. They point the finger at me again. Guilty by association. You point the finger at me again. I wanna run away, never say goodbye. I wanna know the truth instead of wondering why. I wanna know the answers, no more lies. I wanna shut the door and open up. Значит, второе место со временем минута 33:23 занял Осипов Андрей. В общем, ничего так. Молодец. Первое место среди юниоров со временем 1 минута 29 секунд 46 сотых занял Петров Владимир. Он наконец-то, он долго шел к этому моменту, он этого все-таки добился среди профиков. Занимает Попов Кирилл со временем минута 34. Второе место. Морозов Владимир со временем 1 минута 27 секунд 37 сотых. Шил. Ну хорошо, пусть будет Шил. Но на самом деле зовут его Морозов. Да. Первое место. Колосов Евгений Саронин. Минута 22. Абсолютный рекорд этой трассы. На этом все. Смотрите передачу «Мой спорт», занимайтесь спортом. До свидания. Впервые в Якутии дисконтная система, способная охватить студентов, преподавателей, членов профсоюзов и VIP-персон республики. Всего 100 тысяч человек. И все они ваши будущие клиенты. От нас обширная рекламная кампания, продвижение и распространение дисконтных карт. От вас определенный процент скидки. Это реально с новой дисконтной системой Саха-карт. Это трэп-техника твоего стиля. В рамках большого ринга ждешь гонга. Как может ожидать взрыва бомба? Так-та-та, удар по твоим колонкам. Знай, рифмы как выпады. Конкуренты выбыли, не ради прибыли. Мы сюда прибыли. Куплеты — это атака, потом фулл контакт. Такая тактика, это не просто драка. Это судьба мастера в своем весе. Твой один удар, он разменяет на 10. Еще пару секунд и вот звучит гонг. Приготовь уши, определен чемпион.